Здравствуйте, друзья! Программа «Просто вкусно». Петр Цепандин, канал Якутия-24. Мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая». Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам сегодня пришел в гости Алексей Сотнич. Алексей у нас врач-стоматолог, основатель медицинской клиники. Алексей, приветствую. Очень приятно. Здравствуй, Семен. Всегда забываю это сказать, поэтому говорю сразу. Спасибо, что ты согласился быть гостем нашей передачи. Чем ты к нам сегодня пришел? Хотя я уже знаю, расскажи, пожалуйста. Ага. Так, сегодня мы будем готовить традиционное бурятское блюдо, называется позы. Это вот на русский лад, а так вообще называется традиционно бузы. Готовить мы будем, вообще на самом деле позы готовятся не очень сложно. Заранее мы уже приготовили тесто. Тесто готовится, да, вот это тесто. Совсем простые. Да, там будет одно яйцо, мука и Тесто заранее подготовил. Тесто Почему заранее. выбор пал на это блюдо? Посмотрел я шоу, Ага. и таких традиционных блюд много было, поэтому хотел что-то такое уникальное сделать. Получается, все выпуски посмотрел. Все выпуски посмотрел, лайки поставил. Везде так. Вот это есть, вот это есть, вот это нету, да? Вот этого нету, да. Ну и я думаю, позы только их умею готовить, наверное. Умеешь? Да, умею готовить. Ты по классическим канонам, там же должно быть Да, определенное количество 33 защипа должно быть. 33, как Да. Христу лет, да? 33. А из-за чего это складывается? 33 Есть защипа они какие-то делают, основная, по-моему, теория, это вот монголы, раньше вот как буряты были, да, они, когда принимали буддизм, там были ламы, и у лам было вот это одеяние, и вот у одеяния было 33 защипа, и вот за счет этого, Ну, то делали. есть какое-то сакральное это значение Да, получается. видимо. Но вот я прям так сильно не углублялся, но вот такую историю слышал. Как у поваров. Есть же колпак. Там же тоже вот надо Определенное количество в это дело, да? это да? показывает, сколько есть методов приготовления яйца. Яйца? Яйца. Яйца. Омлет, это, вот это, вот это. Ничего себе. Итак, ну, я предлагаю начать с чего? Давайте начнем, наверное, мы С теста? будем раскатывать тесто и параллельно, я думаю, можно фарш готовить. Фарш у нас идет говяжий, 70% говяжьего фарша и 30%. Ну, 1:3, да? Да. Это Ну, свиной фарш. Да. Свиной фарш делается для того, чтобы больше жира и все. Больше жира, то чуть-чуть соков, чтобы было. И к ним добавляем примерно где-то 200 грамм лука. Лук надо будет мелко нарезать. Да. Так, я пока сделаю фарш. Ага. Да. А я буду, наверное, раскатывать тесто. Да. Ну, Как говорится, давайте. тесто- А я буду время от времени задавать глупые вопросы. Вообще. Петр будет нам регулировать все. Не-не, ну Семен будет регулировать подготовки, да. Ну, я могу задавать. Получается, ты вот только умеешь это готовить, как сказал, да? Ну, хорошо получается из традиционного только это, потому что в традиционных блюдах есть, конечно, и другие блюда, но там уже Получается, ты сложнее. пытался какие-то блюда готовить, это не понравилось, это не получилось, а вот это получилось, да? Это, ну как, это традиционно, Методом проб и ошибок? грубо говоря, так. А вообще любишь, да, получается? Я вообще очень люблю готовить. Но вот не традиционное блюдо, конечно, но люблю, допустим, карбонару готовить. Карбонара вообще прям... Ну, Ну вот карбонара, я слышал, Семен, есть два метода, да? Карбонара готовить по традиционному итальянскому. вообще-то Там- 12 хотел сказать Семен, но промолчал. Там как получается? Нужно добавлять яйцо в традиционное, а в нетрадиционное добавляется сливки, да? Да. Которые мы делаем. И кто прав? Есть еще третий способ добавлять и яйцо, и сливки. А, короче. даже так? И то, да? Да, и то, и А. то. Ну, вообще, это получается, ингредиенты почти все одинаковые, но методы приготовления у каждого свои. Технологии. Да, технологии. Сильно отличается, вот, допустим, добавляют же, как его, пармезана реджана, я слышал. Пармиджано, риджано. Вот Многие оригинал. смеются, почему так смешно звучит, но это просто пармиджано Парма. из района Парма. Риджано, Парма. грубо говоря. История такова, что это приготовили вообще монахи один раз. Легенда такая, ну как легенда, это и так история получается. И настоящий пармезан перед тем, как пойти на продажу, должен настоять целый год. Только после этого его Да. используют. Тесто должно быть на самом деле такое плотное. Его, наверное, раскатывать сложно будет. Ну, Ну, это как раз для придется. Да. здоровых сильных мужчин. Надо раскатать хорошенечко. От теста, мне кажется, очень много зависит. Да? Да. Она должно быть, не должно быть тонким, Не- чтобы она не порвалась, сок Да. не вытек. И не должно быть толстым. Толстым, ну, Да. чтобы кушалось нормально Чтобы мяса хватало. и приготовилось. Ну, то есть
все определенные соотношения должны быть соблюдены. Золотая середина должна быть. Золотая середина, гармония. Как и во всем. Как и во всем, да? А лук очень мелко надо резать, да? Я так смотрю, Семен уже Да. сознанием дела. Ну, Семен знает. Да, и надо мелко. Получается, лук вообще, да, даже некоторые добавляют зелень вместе с луком. Это, грубо говоря, чуть ли не 1 к 4. Ну, четверть от фарша. Лук? Да. А я слышал, что чуть ли не 50 на 50, Да. нет? Ну, Не, лука Слишком много. много. Тогда кому будешь- как, кто как любит, потому что, Лук как дает говорится, сок. в той же Монголии, на Аромат. севере или на юге Да. Монголии готовят по-разному. Тот же бишбармак, например, если на севере его готовят, говорят, даже с рыбой. Да Вот, ладно. Ага. вот. Ну потому что там и Хевсугов есть, огромное Да. озеро, да, рыбы Ближе много. к югу вы готовите из конины. М, Тоже методы приготовления все разные. И они все правы. Ну да. По И сути. они все правы, да. Ну то есть невозможно сказать, что вот Ну, классический рецепт. Типа, да. такие же споры, как насчет плова. Да, Да. Или кстати. кто придумал все-таки казан. Да, кстати. Узбеки или таджики, да? Тоже так споры идут. Многие говорят то, что это было от китайцев, потому что они увидели этих, грубо говоря, воки. Взяли большой вок, например, грубо говоря, и приготовили так. Алексей, ну я сильно очень обрадовался, когда ты сказал мне вчера, что собираешься бузы готовить. Потому что бузы – мое любимое блюдо. Я не знаю почему. А у тебя? Мое любимое, не поверишь, тоже бузы. Тоже бузы, да? Я, честно, ну вот, если по правде брать, честно, прям очень сильно люблю, потому что у меня мама очень хорошо готовит эти бузы, и я прям вот по ее рецепту как раз все-таки это все делаю. Я вчера, когда на прошлой неделе, когда узнал, что меня пригласят, я сказал, думал сначала, что, потом маме позвонил, Первую очередь спросил, сразу. да, маме позвонил, спросил, вот приглашают, сказал, пожалуйста, отправь рецепт, как ты это делаешь. И она прям большой список написала, как это все делается, как должен сделать, не забудь то, не забудь это. В общем, прям очень с таким этим серьезным отношением отнеслась к приготовлению. Больше тебя Поэтому переживала, да? больше меня переживает, она, скорее всего, будет смотреть прям. Ты скажешь, да кто так делает? Да. Надо было не так раскатывать. Да, 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 Я да. тебя не так учил. Да. Для этого я тебя вырастила. А так очень, ну, правда, у нее очень вкусный позы. У нас все в семье все говорят, что она прям очень хорошо, А если вот лучше всех у готовит. тебя нет, получается, вот, ну, шанса вот дома поесть, приготовить, да? Например, ты по работе где-то ездишь, и вот, например, где у нас ты можешь их покупать, Попробовать. попробовать. Но здесь, по-моему, в Якутске не так много этих позных, по-моему. Это вот Ну, как по-моему, его? одна, да, сеть такая есть. Да, сеть Кочевник, Монгол, по-моему. Там, кстати, вот. Ну, там, кстати, неплохие позы. Неплохие, Да, да. неплохие. Там, в принципе, неплохо так делают. У меня А так есть- сам очень давно не готовил, честно. Мгм. Вот эти позы очень Ну, давно. видимо, не готовил. времени нету. Времени нету. Все в работу, в работу. Работа, работа, работа. Работа, Впереди- работа. Впереди на Федота. Хотелось бы, но нет. Да, а расскажи, пожалуйста, про работу, да. Как ты Вообще, пришел к как этому? к этому пришел? Мгм. А, Далеко прям начинать не буду, но после окончания университета были такие небольшие проблемы, ну, семейные, не только семейные, и как раз-таки какое-то время не работал, то есть по специальности, там, год, может, полтора, не помню уже. И, Ну, именно по стоматологии. Да, именно по стоматологии. И как раз-таки вот этот сложный период мне помогли вот мои близкие, чтобы я обратно вернулся в профессию. И как раз-таки вот они помогли, и вот я вот с их помощью, скажем так, вернулся в профессию и стал вот... Мы открылись в прошлом году, в декабре. Да, Да. вот. И до этого прям долго вынашивал эту идею. И решил Набирался попробовать. опыта, да, набирался получается. опыта. Собирал То есть, команду, наверное. Да. Ну, с командой самое сложное. Да. А так Подбор кадров, да? подбор кадров это, наверное, проблема всех предпринимателей, бизнесменов, наверное, это кадры, кадровый вопрос. Ну, недаром сейчас это модное слово, да, ну вот human resources, вот отдел Да, кадров, да, да, чтобы HR. подобрать реально хорошие кадры. Да, особенно в маленьком городе всех, потому что стоматологии на самом деле очень много, прям огромное количество. И чтобы быть уникальным, и чтобы быть на слуху, приходится очень много придумывать разного. Как выйти на тот уровень, на котором мы сейчас есть. Как привлечь клиента. Как да? привлечь клиентов, да. Но мы вот, я, допустим, когда на старой работе работал, там я старался
ну, как к себе, как к родным относиться к пациентам. То есть максимально, там, если что-то больно, мы стараемся очень аккуратно все это делать. Поэтому, может быть, поэтому ко мне так больше лояльно пациенты относятся. Ну, больше действительно приходят. же говорят, многие говорят, что ходят не к клинику, а ходят к врачу. Да, да, и так и есть, да? так и Ну, есть. да. допустим, врач туда какую-то другую клинику перешел, говорит, мой врач Возможно, теперь там да, работает. пациент перейдет. Это, ну, другую вообще клинику. считается, что к каким-то годам человек должен обзавестись собственным автомехаником, собственным адвокатом, собственным стоматологом, собственный Да. семейный врач, да. Ну, то есть это же практика же реально это же показывает. Да. А у нас как в городе с этим делом обстоит? Стоматологии много. В целом, я думаю, что прям на самом деле уровень стоматологии в Якутске очень хороший. Так, если сравнивать, ну, правда, я в этом практически уверен, потому что, ну, действительно, так как конкуренция большая, мы стараемся, наверное, прям качество лечения прям сильно-сильно повысить. Поэтому, ну, я не думаю, что людям прям сильно стоит переживать. Есть, конечно, там случаи, когда получается... что-то пошло не так, Да, да? что-то пошло не так, и пациент ищет другую клинику, другого врача. Но в целом все неплохо, я бы сказал так. Тем По более, сравнению с другими регионами, да? если так брать, потому что мы... город на самом деле маленький, и за счет этого все друг друга знают, и их стараемся как-то качество лечения не опускать ниже планки. Поэтому я думаю, мы все прям стоматологи стараемся это делать. Я не понаслышке знаю, у меня много друзей, да, в других регионах. С Москвы специально сюда прилетают Да. зубы лечить. Не только с Москвы, наверное, из других регионов, Из из других регионов стран тоже. даже. Ну вот у меня в Москве много друзей, они говорят, ну у вас качество хорошо, дешевле стоит, ну чуть ли не слетать, заодно родных повидать и зубы полечить. Да, кстати, многие так и Так делают. есть. Да, те, кто отсюда улетел, они обратно прилетают, как раз родных, правда, увидеть. Что-то я очень долго это тесто раскатываю. Так, Я Семен, думаю, достаточно. уже. да, Семен, надо твое экспертное мнение. Достаточно. Достаточно? Не Достаточно? Или может быть еще, хотя бы еще тоньше? Чуть-чуть еще. Ага. Еще Надо тоньше. испытать. Мне кажется, еще тоньше, потому что я тоже готовлю иногда бузы. Да, когда дети просят, я такая, давай сегодня бузы. Я могу из дичи готовить. Тоже. Мясо добавляешь в воду? Я Для думаю, сока. для сока можно, в принципе, добавить, но я думаю, Семен. Семен Ну, я вот, добавляет- получается, чуть-чуть промолчал. Я вот, может, телезритель увидит, что я перед тем, как раскатывать, месить тесто, я чуть-чуть воды добавил. уже добавил. Да. Мы Да, не ну, заметили, пока разговаривали. чтобы сок был, да? Ну, Да. Сколько нужно добавлять? Ну, как говорится, многие, все по-разному делают, но я просто беру на килограмм фарша, примерно тут килограмм фарша в общем. И где-то, грамм 50 воды. Не больше. Ну, Ага. чуть-чуть, можно, 70. Ну да. Ну, потому что я люблю, первое то, что вот бузу Кто-то кушаю. бульон добавляет. Да, меня учили в Бурятии специально бузы кушать. Вот Надо я же откусить Да. и выпить сок. Вот я сегодня покажу, расскажу. И прям, тоже, да? обязательно. Ну тогда я тоже продемонстрирую, потому что я в социальной сети иногда специально выкладываю, как бузы нужно кушать, и все угорают. Да. Да, есть. Я видел даже очень многих людей, кто кушает прям и вилкой, и ложкой. И для меня это прям... Вот так, да? Да, Нет, для ну всех это бурятов, наверное, это прям кошмар. так, и прям ножом по сердцу. Как так можно? Но сегодня я покажу, как Хорошо. это правильно делается. Ну все, тогда ждем с нетерпением. Так, тесто уже подходит. Да, честно, я думаю, все уже можно. Семен, подскажешь, как тонковато, не тонковато? Пойдет? Чуть-чуть в эту сторону сделать. Еще придется поработать. Еще работаем. Так. Алексей, наверное, банальный вопрос, который ты уже устал отвечать. Что нужно делать, чтобы зубы были здоровы? И Да. Как вообще залог здоровых Вообще зубов? здоровье. В целом мы уже, наверное, перешли на тему не только здоровья зубов, вообще в целом здоровья всего организма. Копнем глубже. ты Копнем хотел глубже, сказать. да. Хотел сказать. Так. И вообще здоровье зубов, если мы говорим о еде, о правильном питании, да, то это, конечно же, все, я думаю, знают, это сахара, углеводы, то есть вот эти вот все быстрые углеводы, допустим, сахар, булочки, даже вот белый хлеб, вот это все, оно, конечно, не очень благополучно влияет на зубы наши, потому что остается налет. Если не исключить, сократить, да? Если не исключить, то сократить, или же после такой еды
лучше почистить зубы. И желательно почистить, допустим, с дополнительными методами гигиены. Это вот такие, как ирригатор, зубные нити и зубные щетки Ну, сейчас, ополаскиватели. кстати, да, доступно, чего только не есть, да, чтобы зубы чистить. Ну, вообще, да. щетки. На самом деле мы вот прям, у нас в клинике мы прям занимаемся вот такой больше профилактикой. То есть пациенты, если приходят, мы им говорим, что лучше заняться профилактикой, чем потом, Да, потом заниматься лечение. осложнениями. Да. Ну, хотя, хотелось бы, как бизнесмену, пусть лучше уж людей зубы страдают, а потом больше клиентов. Но на самом деле, Казалось бы. да, Казалось я бы, да. думаю, тоже так думали, но на самом деле все не так. Людей и так много, честно говоря, лучше уж каждому задаться вопросом, заняться профилактикой с самого детства. Реально изначально помочь. Да, реально изначально. Лучше лечить не причину, не последствия, а причину. Да, а причину с самого начала начинать. Так. Чуть-чуть Так. давайте еще. Еще? всё-таки С другой стороны. Ага. Чуть-чуть Шо. плотновато. Так, ну я сегодня, походу, накачаюсь. А так, если мы говорим о здоровье прям зубов, то это продукты... Пока ну, вот, на да, маленький поставлю, чтобы у нас... Да, Алексей со своей, как правильно назвать, бузницей? это бузница. Вообще называется, да, Бузница. бузница. Бузница, да. Бузница. Это же Позница, Поздница. Позница, да. бузница, мантоварка. мантовар. Ну, Ну, потому мантовар, что на Кавказе называют манты. 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 Да, манты, Ну, да. там, я насколько понял, отличие мантов, если Семен меня поправит, там добавляются травы, да, и там нет вот этого вот Да. дырочки, получается. Хинкали. Откуда? Да? Не, хинкали это не другое. хинкали, господи, как называется? Господи, манты, грузинские. Хинкаль? Хинкал. Хинкал. Хинкал, да, хинкали же называется. да. Хинкал? Грузинский. Да. Ой, подожди, я уже С головкой. задумался. Все друг друга напутали. И у китайцев тоже есть такой же, да, Да. на пару готовится. Да, там бао-цзи называется. Бао-цзи. Бао-цзи. Ну вот отличие бурятского, то, что здесь только А есть еще хушуры. хушур, да. Хушур это уже как чебуреки маленькие. Ага. Ну, сразу видно рука профессионала. Да. Видно, что человек... О, тесто плотное, да? Ой, аккуратно. Тесто, да, плотное чуть-чуть. Ну, ничего. Сейчас, мне кажется, мы совместными усилиями справимся. Вау. Всегда хотел увидеть вживую профессионала. Профессиональный Шеф-повара. Можно было телефонами так снимать. Ага. Что-то Семен за пару секунд это получилось, я что-то раскатывал. Да. Не, ну ты зато он просто делает, а ты, получается, Ух ты. рассказывал. Ну, видите, все. О, надо было сразу Семена попросить. Хорошо, что у нас А есть. ведь Хорошо, что у нас есть Семен. Да, ну что остается? И вот теперь вот Так, это. да, Теперь да. самое, по-моему, ответственное. Самое, да, важное. Вот некоторые, как раньше в советское время, лепили пельмени, тоже дома все Да, все семьей, так, да. песни пели, да, да. разговорами, Здесь, семейная такая здесь то же посиделка. самое. Будем сейчас посиделками заниматься, лепить позы только. Так, мы будем сейчас выкатывать такие кругляшки. Так, давай. И И туда. каждому, да? И каждому, да, будем. Ну, я, вот наверное, эти. не буду участвовать, а то я опозорюсь. Не-не-не. Я лучше Раз буду... уж рассказал, давай, попробуй. Да. Может быть, я лучше буду вопросы задавать. Ну ты задай, мы, получается, Да, работаем здесь. Задай, и пока отвечай. Чуть-чуть тонковато по мне. У нас маленький, по-моему, получится, да? Да, кажется, чуть-чуть меньше, чем мы ожидали. Я думаю, ничего страшного. Ну, ничего. Как будто бы на диете. По поводу, кстати, диеты, вот этих всех тем, Мгм. питания, как питание сказывается на здоровье и зубах. Сейчас есть такая тема, как ну, разные виды питания, диет, наверное, слышали. Ну да. Там, и как это сказывается на зубах? На самом деле микроэлементы, которые мы получаем с продуктами питания, вот с овощами, с фруктами, это, наверное, все-таки важнее, чем, допустим, какие-то БАДы пить. Но если есть сильные прям такие дефициты, то в этом случае лучше, наверное, Мне, пожалуйста, тоже. принимать уже с врачом-терапевтом, и Ну, то есть чтобы он уже... проконсультироваться, да, анализы, да. да, все возможные. Ну, самое главное же, ну, чуть ли не кальций. Кальций. Кальций, нет, самое главное, я сказал, не кальций, наверное, все-таки D3. D3, он прям такой. Давайте я сейчас, Петр, покажу. Ну, смотри, Ага. Вот, как да. делается вот таким образом. Палец один сюда, Ага. и вот так вот накатывается.
Вот. Должно получиться 33 защипа, но здесь как получится. Ну, у меня что-то получилось, ну, смотрите, вот. Ага, У меня такая вот. маленькая... Вот, и по идее должно быть, видишь, вот, вот да, наружу, дырочка, да? Нет, дырочка должна получиться Ну, у меня такая. тоже дырочка есть, но у меня нет вот этой. Ага. Ну, вот, в общем, такие маленькие позы у нас будут. У меня что-то так... Ну, ничего, Симпатично получилось. ничего страшного. Ничего, что симпатично получилось, да? Так, насчет чистки зубов. Ага. Как все-таки вот сказал, если сахар, то сразу почистить зубы. Да. Как часто можно? Вообще рекомендую 2 раза в день, утром, вечером. И когда зубы чистить тоже, даже врачи спорят между собой, нужно ли почистить после еды, либо до еды. Утром, допустим, встал, почистил сразу, да, и потом первым поел. делом, да, Да. утром встал, пошел. Очень многие спорят об этом. Врачи, и там даже люди некоторые там между собой спорят. Я, честно, за логику. То есть, если у нас после, допустим, вечера мы поели, после чистки зубов что-то покушали, закусили, то тогда лучше почистить, как проснулись, поели, и я бы рекомендовал прополоскаться, либо еще раз почистить. Наверное, все-таки это будет правильно. Если мы, допустим, вечером зубы уже почистили Перед сном. Ну. и после этого пообещали себе ничего больше не закидывать, то тогда, да, можно будет почистить уже утром после еды. После еды, да. Да. Ну, мне кажется, тоже логично. Логично, да. Да. Потому что до еды почистишь, уже вкус некоторых продуктов, ну, он же как бы сбивается, ну, вкус пасты остается, и все Ну, прочее мягкое, да. Ну да, А кто как какой ты пользуется. относишься не к зубной пасте, а к к зубному порошку? Зубному порошку. Здесь по-разному. Здесь, Потому что тоже же люди спорят, что лучше, да? нет, здесь не что лучше. Зубной порошок как альтернатива. В принципе, если людям можно зубным порошком пользоваться, в чем отличие зубного порошка и от пасты? Зубной порошок, он более абразивный. То есть, если у вас зубы, допустим, чувствительные, я бы не рекомендовал. Ну да, потому да, что на холод, на холод, если реагируют, там, значит, скорее всего, либо эмаль тонкая, либо же есть клиновидный дефект, это когда оголение шеек идет зубов. Там, конечно, лучше не У меня стоит. не получилось. Вот. Ну, вот, ну, я так предлагаю, смотри, вот первое место, вот второе, вот третье место. Батл. Да, Бузный батл. Бузный батл. Да. Так, ну давай попробуем. Бузный. А так, по здоровью зубов, именно в целом организма, хочется, конечно, чтобы у нас все граждане города Якутска, чтобы они следили за своим здоровьем, не только зубов, в целом организма, и питались тоже правильно. Правильное питание, вот залог, наверное, всего. То есть то, что мы едим, это сильно отражается на нашем здоровье и здоровье наших зубов. Поэтому стараться, наверное, ходить к стоматологу не один раз в год, или когда придет проблема. Вот, уже получилось. Пойдет же? Ну, вот у меня как по Вот, стандарту. да. По стандарту. Стандарты качества. Да-да-да. Не один раз, когда приспичит, а уже когда необходимо. То есть раз в полгода. Раз в полгода, по-моему, нормально. Да? Что-то у меня совсем. Может, я стану шеф-поваром? Да. Бузным Бузером. шеф-поваром. Будете меня приглашать, я буду лепить. Бус-шеф, да? Бузатером. Или как правильно? Бузником? Бузистом? Бузовар, по-моему. Бузовар, да? Да, бузовар. Бузелеп. По-моему, даже в Бурятии были какие-то эти конкурсы, что ли? Да-да-да. Соревнования, наверное? Соревнования, да. На скорость, На наверное, скорость красоту. поедания, потом На на скорость лепку. лепки, да, такое Да. что-то было. Ух ты, ничего себе. Можно было попробовать поучаствовать. Так, сейчас еще. А как сильная генетика? Просто, ну, я почему-то иногда думал, что, ну как, зубы крепкие сами по себе, ну да. А у нас якутов, ну, как правило, ну, говорят, что не хватает йода, да, и поэтому зубы... Йода действительно, да, не да. хватает. В некоторых районах, я честно сейчас не вспомню, какие районы, но в некоторых районах есть вода, в которой дефициты есть микроэлементов, которые должны быть, и наоборот профициты есть, то есть слишком много, допустим. Бывает у людей такая штука, как флюороз, может, видели? Это когда зубы очень белые, такие пятнами белые. Это называется флюороз.
И Это тоже вредно? это вредно. Да ладно. То есть это, Слишком крепкие зубы. Да? да, они, получается, слишком много минеральных компонентов в зубе в одном месте скапливается, и здесь бы, ну, нежелательно, чтобы пациенты, допустим, это вот большое количество фтора, то есть в воде. Нежелательно, чтобы пациенты и фтор принимали еще вовне. Ну и в целом нужно будет, наверное, обратиться к врачам по поводу этих избытков и там уже решать. Но, к сожалению, фторированные зубы, допустим, уже обратного эффекта не имеют. То есть они уже в таком состоянии останутся. Единственное, что как мы можем помочь, дать правильный совет и сделать профилактику, а в дальнейшем, возможно, какую-то эстетическую работу. Допустим, пломбу поставить, либо коронку сделать. Что-то типа такого. А как сильно вообще развивается стоматология? Ну, я сейчас не хочу вспоминать Советский Союз, когда, слава богу, если новокаин был. И такие... И держали все. Держали, руки привязывали и чуть ли не дрелью, короче, там, да? Такой было. А сейчас как сильно технологии шагнули? Я слышал, что там чуть ли не там вакцина от кариеса есть. такие, импланты еще уже в наш век шагнули. Да, импланты, да, такая уже популярная тема. Я как раз-таки сам врач-имплантолог, как раз занимаюсь имплантами. А так, если думать, вакцина от кариеса, я слышал такую научную статью, слышал, но... А это уже наверное, научная статья? Научная статья, но я такая... думал, бред. Не, есть. Ага. Но это до нас, наверное, пока еще рано. Поэтому... Какой вопрос был? Ну, как сильно развивается технология? Как сильно развивается технология? Сейчас тенденции, ну, сейчас говорят, виниры, там, ну, это не будем говорить про эти, как называется, все уже такое... брекеты. Или все придумано Все уже придумано. Ну, как все, что вы сейчас видите, все, что есть, это уже придумано. Я думаю, что-то новое, это, наверное, уже только потом появится. Что-то новое, это, скорее всего, допустим, облегчить работу самим врачам. Есть такая тема, как... Технологический процесс? Да, допустим, как специальные там полировочные материалы, допустим, еще что-то. То есть это облегчает работу врачам, ну и, соответственно, пациентам намного проще и легче. То есть быстрее процесс лечения проходит, в разы быстрее. И мы можем какие-то другие заболевания, которые раньше не могли лечить, а сейчас уже спокойно все это лечим. Поэтому в этом плане... Так широко, конечно, технологический процесс, как вы думаете, Петр, не продвинулся, но в целом, плюс-минус, я думаю, есть у нас... Сейчас модная тема брекеты. Брекеты, да. Как относишься? Брекеты по показаниям обязательны. Нужно одевать брекеты, если Но есть... они выпрямляют зубы, да, по-моему? Да, выпрямляют зубы. Если есть Прикус. скученность, обязательно. Я бы рекомендовал, наверное, каждому, допустим, брекеты. И до брекетов есть, детям одевают капы специальные. То есть эти капы тоже выравнивают зубы, если, допустим, скученность есть. У нас сейчас очень большая проблема именно от питания. Раньше дети питались, ну вот в советское время, допустим, вот ваше поколение, наверное, питались Спасибо. что-то твердым, допустим, да, а сейчас больше такая мягкая пища. И за счет этого у нас челюсть не развивается у детей, и она становится меньше, а зубы нормального размера. И поэтому возникает такая скученность зубов. И на раннем возрасте, допустим, маленьким детям лучше там сделать пластины, потом сделать брекеты, и уже потом в будущем проблем не будет. Потому что все проблемы, ну, ортодонты так говорят, все проблемы из-за скученности зубов. Потому что зубы стоят вот так неправильно все, и там пища забивается. И за счет этого их чистить сложнее. Чистить сложнее, Да. и потом возникает, зубы, да, кариес возникает, и все. И пиши, прощай, зуб больше нету. Алексей, скажи, пожалуйста, вот я, как ты заметил, человек советского поколения, нас в садике учили, каждую еду нужно прожевывать минимум там чуть ли не 40 раз, жевательных движений, да, но говорили, что это, да, хорошо прожеванная пища, это, благо для желудочно-кишечного тракта. Ну, то есть, конечно, если ты кусками глотаешь, конечно, ничто не справится, да, вот. А при этом, вроде как бы, если слишком много жевать, зубы истираются тоже. Где, опять же, золотая середина? Ну да, здесь мы с гастроэнтерологами, наверное, будем спорить. Но в целом, я скажу так, если мы едим правильную пищу, то есть это если не мучное, такое прям
Если это твердые сорта, допустим, хлеба какого-то или мясо, овощи такие правильные, то тогда, конечно, я бы рекомендовал, наверное, Вообще не жевать. сразу Сразу, да. блендерить, да. Блендерить вообще не жевать. Вообще правильно есть, допустим, почему раньше? Раньше же не было особо зубных щеток. То есть люди же раньше не чистили особо зубы. То есть там Ну, неандертальцы. Ну, нет, Ну, вообще, наверное, даже средний век. Средний век, скорее всего, А, да? То есть не Да. было у них такого? Ну, она, может быть, в сильно богатых, ну, вот Ага. у крестьян, скорее всего, навряд ли были Ну. там зубные щетки. Но зубы у них были, и у некоторых даже хорошо зубы сохранялись. И как вообще процесс очистки происходил? Люди кушали, Так, excuse me? Бывает. бывает, люди ели, и ели, допустим, сейчас говорят, 3 раза надо кушать, там 4 раза и 2 раза в день кушать надо. Они ели Когда обрывками, попадется. то есть, да, то есть они там через каждый час, допустим, что-то перекусывали. Это для зубов хорошо, когда мы постоянно что-то пережевываем. Ну, то есть своя кушаем. гимнастика. Да, то есть у нас идет механическая очистка с помощью пищи. Но пища должна быть тоже не мучной, как я сказал. Если такое происходит, значит зубы очищаются, и значит, Ну, естественным образом. да, естественным образом. И у нас зуболечебная система работает нормально. Она, конечно, ресурс свой тратит, но, по крайней мере, остается в нормальном состоянии. Но здесь, вот здесь уже зависит от генетики, кому как повезло. Ну да. Да, кому как Некоторые до повезло. 80 лет ни одного зуба не удалили. Да, Вообще ходят своими зубами. Все. да, да, да. Но, по-моему, стоматологи же, скорее всего, едины в том вопросе, что ну, максимально стараются сохранить свой собственный зуб. Правильно? Да, правильно. Да. Первоначально, да, мы стараемся сохранить свои зубы, а уже после, если это уже невозможно, конечно, переходим уже на удаление, да? Да, на удаление, на имплантацию. И здесь очень важный момент. Есть люди, которые думают, допустим, вот как вы думаете, если мы удаляем зуб и оставляем его, потом, ну, ничего с этим не делаем, Это просто плохо. удалили, да? Я теперь знаю, что это плохо. Да, это Да, очень потому плохо. что в старости я буду выглядеть некрасиво. Челюсть сожмется и все прочее. Да, Да, там да, будут да. дефекты, то есть зубы, если нет, у Скул. нас все будет туда падать. Это да. вот называется термин феномен Попова-Гадона. Это когда у нас в отсутствующее место начинают Замещение. замещаться, да. И это очень плохо. Тогда образовывается и скучность, и положение зубов тоже так неправильно ставится. Мгм. Ну, то есть лучше имплант поставить. А Сразу. сколько имплантологии вообще лет? По-моему, лет 10, не будет Ой, 20, да? имплантов очень давно, но вот да? очень давно, прям первые импланты, я честно не буду врать, первые импланты, наверное, где-то в 80-х, 70-х годах. А, даже? Ну, то есть масса- 1800, наверное, 70-х Даже? годах, да, даже так. А, да? Потому что это очень давно было. Просто сейчас технология шагнула после использования имплантов на титане, то есть используется титан. Ну. И я, по-моему, даже статью читал про это, как это вообще произошло. Это был, кстати, не стоматолог, это был, по-моему, кто-то не стоматолог. Я так не вспомню. И он как раз-таки увидел, что титан очень сильно приживается к кости. Мгм. И оттуда Отторжения не бывает. отторжения не бывает. Наоборот, он приживается, да. И оттуда и пошла вот эта тема вся вот на титановых основах импланты делать. И сейчас вот последние, наверное, 5 лет это прям такой бум по имплантам. То есть это стало доступно. Ну, массово, да. И да. доступно по деньгам стало. Очень Более-менее. доступно, да. И вся технология, она сильно упрощается. Допустим, мы используем в своей клинике цифровые технологии. И это сильно прям упрощает процесс установки Ну, то есть импланта. 3D-моделирование, да? Показать уже, как будет. Как будет, потом положение, куда ставить, ну это там... Вода как закипает, Ага. Закипает. Так, мы, наверное, будем уже... можно уже закладывать. Закладку. Ага. Наши мини-бузы такие. Да, и Да. тут нужно тарелочку. А, вот это. Ну, давай, может, вытащим вот эту штучку, на нее поставим, вот эту саму. Короче, как это делается? Да, Как меня мама учила, точнее. да, показывайте. Помазать Вот. попки, да? Да, помазать вот так вот, хоп-хоп-хоп. А, даже так? Да, вот так. Ничего себе. Чтобы, Так, хоп, показывайте, вот показывайте. так. Вот так. Вот так, и можно сюда внутри положить одну. А, вот так, посерединке, Ага. да? Специально чуть-чуть подалеко, чтобы они друг друга Но они схитрили, не, да? ну, по идее, у нас маленькие. Они или, может быть, поближе вроде. они сильно не увеличиваются в размере, А, да? по-моему. Ну, тогда я предлагаю это, Да, можно больше. покучнее их. Давай, больше. Так, А то маленькие, а их кушать хочется. так, Так, ну, все. закладываем. Одна пошла. И засекаем время. Сколько времени потребуется? 15-20 минут. Да, где-то так. Ну, нашим
15. Я Нашим, думаю, я нашим, думаю, да, я думаю, много времени не нашим нужно 15. будет. Опа. Так, это наши красивые позы. Все. Все, пошла. Закладываем, время засекаем и На берем Ждем. паузу. На средний огонь. Сколько у нас это? Итак, мы взяли небольшую паузу, выдержали время, наши 15 минут. Да. Ну и пора Уже пробовать. уже вытаскивать и пробовать. Да. Я предлагаю показать, как мы это все делаем. Ага. Достали. Сейчас мы, получается, достанем. Опа. Прямо так на стол. Ну, пусть лежат. Я думаю, ничего. Чуть-чуть остывает. Ага. Вот нижний, по-моему, получше, покрасивее чуть получилось. И это выглядит тоже, это тоже выглядит неплохо. Совсем аккуратно, не обжечься. О. Ну, Вот это вот больше Это похоже. да, это больше похоже на правду. Прямо я в предвкушении. Ну, сейчас, по-моему, горячо, да? Да, И лучше пока чуть-чуть мы подождать. ждем, пока это наше блюдо остывает. Алексей, Да. расскажи, пожалуйста, немножко о своих планах. Да? Кем ты видишь себя? Собираешься ли ты всю жизнь стоматологией? Я знаю, что ты еще и наукой занимаешься. Да. Слышал, по крайней мере. Да, есть такое. Ага. Ну, конечно, всю жизнь стоматологом работать это тяжело. Работа такая очень тяжелая, и здоровье очень много отнимает, поэтому всю жизнь я этим заниматься, конечно же, не буду. Пусть работают молодые, да? Пусть работают молодые, дорогу молодым. Ага. А так есть в перспективе, в планах заниматься наукой, не только наукой, есть на фоне у меня еще несколько IT-проектов. Да ладно, Да, ничего себе. В ногу со временем в прям? ногу со временем, да. Ага. Поэтому надо подстраиваться под ситуацией. И, конечно же, хочется дальше заниматься тем, что тебе нравится. И я не говорю, что стоматология мне не нравится, но там есть другие грани в моей личности, Мгм. которые, Хотелось бы ко- проявить, да? да, в которых воплотить, которые я хотел. Ага. Поэтому ну, заниматься сейчас бизнесом, в дальнейшем, наверное, все-таки в другую сферу уйти. И сейчас на данном этапе помогать молодым специалистам найти себя в стоматологии, потому что там тоже... Становиться профессионалами, как Да, да. Потому что в стоматологии в самой сфере там много дисциплин, и там тоже некоторые студенты не могут себя найти, в какой дисциплине пойти. И тоже мы так студентам обучаем, помогаем. ты. Мгм. Практику наверняка у вас проходит, да? Да, есть студенты, которые у нас проходят практикум, показываем. Слушай, ну, ты сказал, что клинику только год, да, открыли? Да, год. Наверняка-то вообще времени хватает, сколько управленческих вопросов, да, по кадрам и все прочее, как владелец бизнеса. Но все-таки наверняка-то остается время для отдыха. Как отдыхаете? Или вообще ни отдыха нет? Нет, отдых, конечно, есть. И должен быть. Должен быть, да. Вот. Это самое основное, наверное, правило. Отдых должен быть. Да. Даже несмотря на то, что работать надо, но, как говорится, Без отдыха. работа работой, но отдыхать надо. Отдыхаю как? Ну, как и все, наверное, обычные люди, все предприниматели дома, поспать Дома поспать, с семьей. с семьей, да, и что-то приготовить для себя, для Ну вот семьи, да. да. Медитация, да, своего рода получается? Своего рода медитация. И таким образом отдыхаем. Иногда вот сейчас, кстати, скоро, получается, послезавтра поеду на учебу. Мы как раз-таки сейчас тоже вот постоянно курсы по учебе проходим, тоже что-то новое изучаем. Поэтому отдых у нас такой связанный не только там поспать, но и с учебой обучиться чему-то новому. Это тоже как отдых, смена деятельности. Последнее. Так, ну что, мы показали там, Семен еще А, успел украсить Нужна зеленью, красота? Можно. какую-то красоту. Почему бы Мне, и нет? мне не нужно, сразу говорю. Ну Попробуем? что, да, ты обещал показать, как настоящие буряты кушают Давайте. настоящие бурятские бузы. Давайте покажу.
Мы берем обязательно руками. Обязательно, только руками, без да. приборов. Без приборов. Конечно, руки надо помыть перед этим. Но мы уже помыли. Да. И делаем такой небольшой надкус вот здесь, в этой области. То есть здесь мы вот держим так вот, никуда его не переливаем, потому что там есть сок. Делаем небольшой надкус. Вот так выпиваем сок. Да, выпили. Сок, кстати, есть. Мгм. Ну, водичку Выпиваем. добавим. И все, начинаем дальше есть. Все очень А, просто. да? А, нет, а мне показывали другое. А, Ну, ну, как бы давай. оно немножко шуточное, да? Надо взять. Ага. Надо... Так сказать. Ну да. Да, угорали, так говорю, нет, обязательно? Говорят, нет, обязательно надо так делать. Когда первый раз в Бурятии был, ребята буряты говорят, вот так надо делать. Где-то будет. Да, это надо делать обязательно. Ну, слушайте, Да. неплохо получилось. Вообще классика. Мы молодцы. Как, кстати, Мама неплохого сына воспитала. И правильно как бы это. Да. Указала и рецепты, и Отлично. консистенцию, и тесто. Да, тесто отличное. Сок есть, как говорится. Все имеется. Для вкусного ужина самое то. Да? да. Как раз в компании своей семьи спокойно Ну. полепить, поболтать. И потом очень вкусно поесть. Вообще темно. Это как мини-бузы, да, такие красивые Да, получились у мы не нас. будем. Немножко Не все, правда. Ну, что делать? Что делать? Нет, ну, неплохо получилось. Да, Я помню, вообще неплохо. видел. Хорошо. Исходно. Ну, вот, по-моему, вот классический вот. Да, это, вот так она, по должно идее, быть, да? это- Чуть-чуть наружу должно быть. А вот это мои, которые внутрь. Вот так делать. Ну, Тоже вкусно. тоже вкусно, да. Ну что, еще по одной, Да. как мы любим говорить. Сейчас как раз поеду на работу. Это как раз обед для меня был. Приятно, с полезным. Ну что, действительно очень вкусно. Я смотрю, Семен уже все свои доел, да, я парочку съел. Мы обязательно за кадром это все съедаем. Алексей, спасибо большое, что ты был сегодня гостем нашей передачи, да. И у нас такая добрая традиция, пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Спасибо вам. Итак, дорогие телезрители, хочу пожелать вам всем самое главное – это здоровье. Здоровье вам и вашим близким. И самое главное – здоровье ваших зубов. Поэтому берегите зубы с молоду, Как и честь. как и честь. Да. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях Алексей Сотнич, врач-стоматолог, основатель стоматологической клиники, Семен Тарбахов, Петр Цепандин. Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. На этом, друзья, мы с вами потихоньку прощаемся, уходим за кадр. Будьте здоровы, мирного неба над головой. А мы доедаем Дальше наши будем бузы. кушать, да? Да. Ну, действительно, вот так надо же кушать. Откусил, Да, щи. выпил такой. Да. Соль нормально, машина. Соль нормально.